Здравствуйте, друзья! Вот и заканчивается весна. Позади была суровая зима. За все эти месяцы мы вместе с вами вылечили много животных. О некоторых мы вам рассказывали, о ком-то не успели рассказать. Но вы всегда знаете и знали, что у нас их очень много. Вместе с вами мы вылечили красавицу Злату, лечили ее в Таллине за евро. У нее венсаркома была. Лечение было очень дорогим, но оно того стоило. Сейчас наша девочка здорова, и ее выбрали в семью. Самый лучший вариант усыновления. Злата счастлива с новым хозяином. Ее, безусловно, любят, лелеют, балуют. Она много времени проводит на природе. Это счастливое завершение Златиных испытаний. Оно стало возможно благодаря вашей помощи, вашей поддержке, за что вам огромное спасибо. А сейчас у нас проходят лечение от такой же венсаркомы другие собаки. Как вы помните, это две сестры Тиша и Таша, а также Луна и Дейзи. У всех венсаркома, и лечение идет успешно. Лечение венсаркомы очень важно не заканчивать на полпути, а добить эти раковые клетки до конца, и тогда лечение будет завершенным и успешным. У нас остался последний рывок, и нам надо обязательно закончить. Кому-то сделать всего лишь одну химию, кому-то две. Нам очень нужна ваша помощь для завершения этого рывка. Винкристин Тева – это дорогое лекарство и очень дефицитное. Да, конечно, мы возим животных на капельницы. Отвезти, привезти, провести с ними по 2-3 часа на этих капельницах. Перед каждой процедурой мы обязаны сдавать кровь, чтобы убедиться, что не упали показатели, потому что не всегда можно делать без результатов анализов крови, не всегда можно провести эту химию. Иногда нам откладывают на неделю, и тогда это все удлиняется по срокам. Поэтому мы делаем все правильно, мы лечим, мы стараемся. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогайте нам довести этих наших девчонок до конца. Разве зря мы их спасали? Спасали вместе с вами, вывозили самолетом. Столько труда, времени, нервов потрачено на спасение этих жизней, бессонных ночей, беготня, суета. Столько было в них вложено. Остался последний рывок. Друзья, пожалуйста, пожалуйста, я вас очень прошу. И я понимаю, что начался дачный сезон, начинается лето. Всем ни до чего, ни до кого. И знаете, мне горько от того, что не на что купить лекарства, нечем заплатить клинике за лечение. Мы просто в отчаянном положении. От мысли, что спасенные хвостики могут погибнуть, недолеченные, бросает в дрожь. Такая ситуация у меня впервые. Может, от того, что их больных в этом году намного больше. И количество спасенных тоже больше. И ситуация в мире подкосила финансовое положение людей. Я тоже это все понимаю. Я на распутье, я не знаю, что делать. Остановить дело спасения, сдаться, оставить все как есть или еще побороться. Хватит ли сил? Я тоже на последних уже издыханиях. Опускаются руки, но мне жалко животных. И я опять обращаюсь к вам с просьбой. Я обращаюсь к вам, и я прошу вас, друзья, давайте, пожалуйста, спасем наших уже спасенных животных. Их надо долечить. Вы знаете, у нас был горький опыт, когда мы не довели лечение до конца. Это с Рыжкой, которая в Якутске проходила химию. Также капельницы с винкристином. Но потом начались морозы. Потом было отсутствие
а, отсутствие лекарства, негде было его купить, отсутствие рук, кто бы занимался, возил, сидел на этих капельницах с ней, и было приостановлено лечение, ну вот в силу обстоятельств. И вы знаете, буквально через несколько месяцев венсаркома расцвела с большей силой, и снова все началось по новой. Эта бедная девочка столько намучилась, столько процедур она провела, с химией, с винкристином, все только потому, что вовремя, сразу не был добит этот рак, эти раковые клетки. Здесь очень-очень важно, чтобы сразу и за раз провести это лечение. Да, оно длится иногда месяца 2-3, но это надо сделать сразу, без остановки. Поэтому Рыжка тоже сейчас проходит лечение, у нее была операция, и продолжение химии также идет. Поэтому, друзья, очень нужна ваша помощь. Я не знаю, что еще добавить, что еще сказать, но у нас патовая ситуация. Собаки, к сожалению, болеют так же, как и люди. Абсолютно так же, если даже не больше. Потому что суровая жизнь, жестокое отношение к животным, все это дает свои вот такие вот результаты. Нам очень нужна помощь, потому что мы за них взялись, и очень бы не хотелось их бросать на полпути. Друзья, только с вашей помощью, пожалуйста, пожалуйста. У меня тоже порой опускаются руки. Я не знаю, что сказать. Ситуация критическая. Собаки многое понимают, насколько они умные, терпеливо переносят лечение и побочные страдания. Они понимают, что им хотят помочь. Они надеются на человека, смотрят преданно в глаза, с надеждой. Мы не должны их подвести. А на очереди у нас следующая партия на самолет. Среди них Амур, который рыболов, Бинго, умненький мальчик, Чита, малышка с помойки и другие. Те самые из предыдущих роликов, о которых вы волновались и просили спасти. Они следующие на самолет, но с деньгами такая беспросветная тоска, что я не уверена, нужно ли продолжать вывозить. Друзья, просто их вывести, это не называется спасением. Если спасать, то доводить до счастливого конца, до пристройства, а значит вылеченными, простерилизованными. Мы не бросаем их здесь, в беде. Тогда вопрос, спасаем ли мы новых, если мы не можем довести дело здесь до конца, уже спасенных, уже вывезенных. Вот эта дилемма. Что делать? Вы знаете, я раздваиваюсь. Я не знаю, за кого хвататься, за кого браться. Я понимаю, что лето. Я понимаю, что все устали. Но а что делать мне? Спасать ли новых? Или заниматься уже спасенными, вывезенными? Тогда пусть остаются те, сколько им отпущено будет, пока их не отравят и не убьют там. Я благодарю всех, кто отзывается, кто отозвался, кто волнуется, переживает и помогает этим хвостикам. Я очень вам всем благодарна.